Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя Южного военного округа прибыли в Республику Абхазия для оказания помощи врачам в борьбе с COVID-19. В течение 2 дней автомобильная колонна военного госпиталя совершила 800-километровый марш из Ставропольского края. Уже сегодня госпиталь развернулся на базе пансионата Айтар. Министр здравоохранения Эдуард Будба лично ознакомился с условиями госпиталя и прошелся по палатам. Министра встретил начальник мобильного госпиталя Абдулмеджид Магомедов. Вместе они зашли в диагностическое отделение. Укомплектованы всеми необходимыми датчиками для проведения любых мероприятий диагностического характера. Для выполнения диагностики органов брюшной полости, поверхностно-расположенных органов и для сосудов. Мобильный госпиталь оснащен современным оборудованием и лекарственными препаратами. В палатках будут развернуты приемное отделение, лаборатория и рентген-кабинет. А рентген он цифровой, то есть высокого качества снимки, боковой проекции, прямой проекции. То есть тут быстро все организовывается, быстро распечатывается. Для пациентов госпиталя выделены специально подготовленные для лечения стационарных больных номера в 3-м корпусе пансионата. Больные будут поступать в госпиталь по направлениям медицинских учреждений. Мобильный многопрофильный госпиталь рассчитан на 100 койко-мест. При необходимости есть возможность оборудовать еще 50. Развернуто 2 реанимационные палаты. Имеется в наличии 6 аппаратов ИВЛ, развернуто 6 коек, имеется все необходимое для оказания помощи. Получается, на той стороне идентично, точно такая же палата. И посередине у нас кислородные баллоны отдельно протянуты, чтобы перебоев не было каждой койке. Кислородная точка. Кислородная точка. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ. А это, пойдемте, лаборатория клиническая и лаборатория, где мы непосредственно ПЦР-диагностику проводим. Вот лаборатория. 2 врача у нас, специалисты. Ну да, вот анализаторы практически они все стоят на столах. Документация, холодильник, где биоматериал будет храниться. Подготовлены отдельные въезды для машин в госпиталь и на стоянку, где будет располагаться спецтехника. Кроме того, для военных медиков оборудовали отдельный пищеблок и прачечную, чтобы исключить любые контакты персонала пансионата с госпиталем. В составе медперсонала 27 врачей и 74 человека из числа среднего и младшего персонала. Еще раз, в очередной раз хочу сказать огромные слова благодарности руководству Российской Федерации, руководству Министерства обороны Российской Федерации и всем, кто принимал участие в том, чтобы в сложный момент, когда Абхазия в этой борьбе с коронавирусом, российская помощь, она очень необходима и востребована. Еще раз хочу сказать слова благодарности всему коллективу вашему. Спасибо всем. Я с уверенностью хочу выразить слова благодарности Республике Абхазия. Почему? Потому что мы уже 2-й раз в республике находимся. Могу сделать выводы и сказать прямо в эфир, что люди гостеприимные, таких людей, как проживают в Абхазии, я 1-й раз увидел. Условия нам создали комфортные. Благодаря таким прекрасным, комфортным условиям мы работали долгое время. Поэтому сейчас тоже могу сказать, что врачи, медперсонал, который приехал в Республику Абхазия, опытные, которые прошли курсы обучения в Санкт-Петербурге, в Москве, люди готовы в любую минуту, круглые сутки находиться на рабочем месте ради больных и оказывать медицинскую помощь. По словам Абдулмеджида Магомедова, госпиталь будет оказывать помощь Абхазии, пока она будет необходима. Медперсонал разместят на госдаче рядом с пансионатом Айтар. Ранее, в период с 20 октября 2020 года по март текущего, военные и врачи медицинского отряда уже выполняли задачи по оказанию помощи населению Республики Абхазия. Тогда медицинскую помощь получили порядка 4000 жителей республики. В лабораториях полевого госпиталя было проведено свыше 18 тысяч различных клинических исследований, в том числе более 5000 ПЦР-тестов и 2000 обзорных рентгенограмм грудной клетки. Сария Кварцхеля, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.